Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Бадра Гунба представил коллективам Генпрокуратуры, Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей. Президент обсудил с руководителями правоохранительных органов криминогенную ситуацию в стране. Молодые художники представили работы, заставляющие задуматься о сохранении окружающей среды и о будущем нашей планеты. Президент Бадра Гунба представил коллективам Генпрокуратуры, Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей Адгура Агарба, Астамура Логуа и Баграта Боджгуа. Также личному составу Центрального аппарата СГБ представлен новый председатель Дмитрий Дбар. Подробности в материале Гунды Шоу. Адгур Агарба – человек не новый для коллектива Генпрокуратуры. Говоря о предстоящей работе, Бадра Гунба подчеркнул необходимость строгого соблюдения законности и правопорядка. Президент выразил надежду, что под руководством Адгура Агарба работа ведомства будет еще более эффективной и прозрачной. Особая миссия у Генеральной прокуратуры, у прокуратуры в целом. Я уверен в том, что от вас зависит то, как будут соблюдаться законы нашей страны, качество жизни граждан нашей страны, безопасность граждан нашей страны – это основополагающая цель любого государства. Уверен в том, что Адгур Нукзарович применит все свои профессиональные качества для достижения этих главных целей. Коллектив профессиональный, нам нужна особая принципиальность и особый профессиональный подход, чтобы дела, которые в том числе благодаря вашим усилиям профессиональным готовятся в прокуратуре, не разваливались в судах. К сожалению, такой негативный опыт имеется. Надеюсь, что мы выстроим работу более профессиональную, и подходы будут совершенно новые. Для нас это принципиально важно. Адгур Агарба – выпускник Абхазского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 2002 года. В 2015 был назначен на должность заместителя генерального прокурора. В 2019 – генерального прокурора Абхазии. Постановлением Народного собрания 20 мая этого года вновь утвержден в должности генпрокурора. Мы знаем, что сегодня стоят непростые задачи перед прокуратурой. На нас лежит большая ответственность принятия очень сложных решений. Однако, учитывая многолетний опыт и профессионализм работников прокуратуры, я абсолютно убежден в том, что мы сможем правильно, последовательно выстроить нашу работу, нацеленную только на достижение законности и правопорядка в нашей стране. Я желаю нам всем успехов в нелегком деле и совместной плодотворной работы. Представляя коллективу службы госбезопасности нового руководителя Дмитрия Дбар, Бадра Гунба подчеркнул, что работа СКБ направлена на сохранение государственности и выразил уверенность, что Дмитрий Дбар внесет значимый вклад в развитие страны. Он также отметил высокий профессионализм сотрудников службы. Именно ваша работа направлена на сохранение нашей государственности, основ ее безопасности, и в этом смысле вы люди профессиональные, люди опытные. Коллектив СКБ всегда отличался своим профессионализмом. Уверен в том, что все те задачи, которые сегодня стоят перед вами, и далее будут реализовываться профессионально. Благодарю за оказанное доверие. Мы сделаем все, чтобы выполнить задачи, поставленные перед нами на благо Родины и государства. Следующее представление нового руководителя состоялось в Министерстве туризма. Президент подчеркнул, что туризм – одна из важнейших отраслей в экономике Абхазии и выразил надежду на то, что Астамур Логуа внесет вклад в его развитие. Он также поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Тимураза Хишпа. Мной был подписан указ о назначении министром Логуа Астамура Умаровича, человека, который, безусловно, обладает профессиональными управленческими качествами, и экс-депутат парламента Народного собрания Республики Абхазия, за его плечами большой опыт управленческой работы. Уверен в том, что его
управленческие навыки будут способствовать развитию самой главной нашей отрасли. Вы знаете, что огромное количество людей, граждан Абхазии задействовано в этой сфере, в туристической сфере. Уверен в том, что министерство всецело будет оказывать поддержку, интерес всех тех, кто задействован в этой очень важной для нас ответственной миссии. Мы возьмем все лучшее, что было при прошлом руководстве, и постараемся, в ногу со временем идя, развивать, безусловно, туристическое направление Абхазии. Есть какие-то мысли, я с вами о них делился, надеюсь, и коллектив поддержит. И будем стараться оправдывать доверие как руководства, так и нашего народа. Есть проблемные вопросы, мы о них знаем. Будем, еще раз говорю, работать над тем, чтобы эти вопросы исправлялись. Новый председатель Госкомитета по репатриации Баграт Боджгуа был главой администрации Гудаутского района с 2020 по 2024 годы. Указ об его назначении был подписан 19 мая. Глава государства поблагодарил бывшего руководителя Госкомитета Вадима Харазия, который на протяжении долгих лет занимается вопросами репатриации абхазской диаспоры. Он подчеркнул, что опыт и знания Харазия необходимы государству. Руководство республики продолжит работать с ним. Ефепи рыцх, валафира рыцх, турохачи дара акрестасков, заразгуяна год, хампада абраха фило, и пшо тыпача, алшара финансей фепи шад, хажлар рейткаларача, хажлар шасиремо джинч, афинткарар гуларча, дорогие хампада алшара адршрата. Анцвейрат вишат. И хау кагигалзем, дошикал силшим кан, а винткар ургулар колотаха, хампада, джинджа, алохна, убри, алшар анцвейрат вишат. Президент также пожелал успехов новому главе Баграту Боджгуа и отметил, что перед ним и всем коллективом стоит много задач, которые необходимо решать. Политика. Хара хунткара шукургала растара курчу хаззаги лыхком цаква хгана гараков. Убрегана хила кыр сгугра куидис хилот Баграт Фазлыби па яра шарашдыр профессионал осчука и хояр ходна шейцхорана хунткара чапхигулас цараква ирвакуп ха хгана гарейц хаму абреус ганак зараджы тхортахапха. И все еще тавчарку, аман шалара. Представленные руководители выразили готовность к активной работе и сотрудничеству с коллективами ведомств. В ближайшее время новые руководители проведут встречи с коллективами, на которых будут обсуждены планы работы и определены приоритетные направления деятельности. Кундашова, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Бадр Гунба обсудил с руководителями правоохранительных органов криминогенную ситуацию в стране. Особое внимание было уделено борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По информации руководителей МВД, за 5 лет задержано и привлечено к уголовной ответственности за сбыт и распространение наркотических средств 153 человека и 3 в розыске. Изъято более 18 килограммов синтетических и психотропных наркотиков, более 45 килограммов наркотических средств растительного происхождения и более 24 тысяч корней наркосодержащих растений. Администрации президента поручено подготовить правовые акты, направленные на усиление борьбы с оборотом наркотических и психотропных веществ. Руководителю администрации президента Беслану Эшба подготовить расширенное совещание, посвященное противодействию оборота наркотиков, а также лечению наркозависимых граждан. Руководству МВД поручено усилить работу в преддверии курортного сезона. Президент также дал поручение подготовить нормативный акт, регламентирующий использование специальной серии государственных автономерных знаков. На совещании обсуждался ряд других вопросов. Сформировано правительство, в том числе и руководители силовых структур. Сегодня нам необходимо переговорить в основных принципах создания условий безопасности граждан нашей страны, ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотических средств на территории Абхазии.
что представляет собой угрозы национальной безопасности. Это те вопросы, которые мы должны держать на контроле в оперативном порядке. Сегодня хочу выслушать ситуацию руководителей ведомств. Значит, вопросы, связанные с борьбой с организованной преступностью на территории Абхазии, с уголовными делами, которые заведены в рамках вашей деятельности, в рамках прокуратуры, и ряд вопросов, которые нам необходимо определить как ключевые вопросы, над которыми мы будем работать постоянно и оперативно. Глава государства потребовал обеспечить исполнение постановления Кабинета министров от 21 мая 2015 года о проведении обязательного обследования сотрудников в органах госуправления на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. У нас есть постановление правительства от 21 мая 2015 года, в соответствии с которым в органах государственного управления обязательное обследование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ. У нас фактически это постановление не работает, хотя было приобретено все необходимое оборудование, чтобы проводить такого рода исследования. Роберт Витальевич, я думаю, что нам потребуется небольшое количество времени привести это оборудование в соответствие, чтобы начать выполнять постановление. Мы должны начать борьбу с людьми, которые употребляют и при этом находятся на должностях. Без разницы, какого бы чина он ни был. Человек, какое бы место ни занимал, у нас есть соответствующее постановление. Давайте его выполнять, реализовывать. И поверьте мне, появятся люди, которые сами захотят оставить свои должности. 21 мая отмечается День памяти жертв Кавказской войны. В Абхазии прошли памятные мероприятия. В Музее истории зарубежных абхазов имени Умара Бейгуа состоялась выносная экспозиция «Родовое древо». А в Центре народного творчества имени Кортуа открылась выставка Бориса Ашуба «Между двумя берегами». Она посвящена жертвам Кавказской войны. В части картины отражается тема махаджирства. На выставке представлены пейзажи, портреты, натюрморты, всего около 60 работ. Экспозиция будет открыта до 23 мая включительно. В церемонии открытия выставки приняли участие государственные и общественные деятели, школьники. Глава МИД Олег Барциц, который принял участие в мероприятии, отметил значимость этой даты для народа Абхазии и братских ему народов. Я думаю, вдвойне знаменательно то, что в такой день мы открываем выставку замечательного художника, часть работ которого, представленных здесь, посвящена именно сегодняшнему дню. Это очень чувствительная, очень значимая по сей день и будет значима и далее в веках дата для нашего народа и для братских с нами народов. Я думаю, что, глядя на талантливо воплощенные на полотне картины, эпизоды нашей очень драматичной и зачастую трагичной истории, мы в большей степени способны сделать осмысление и выводы из этого. Вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба возложили цветы к обелиску в Гагре, на месте которого будет сооружен монумент в память об абхазских махаджирах, вынужденных покинуть родину в XIX веке. Здесь же состоялся митинг, посвященный 161-й годовщине окончания Кавказской войны. Память жертв Кавказской войны почтили и в Гудауте. В церемонии приняли участие руководство района, сотрудники госучреждений, общественность. Они возложили цветы к мемориалу в честь жителей Абхазии, которые были вынуждены покинуть свою родину и переселиться в Турцию в период махаджирства.
Вечером в Сухуми от площади Багапш к памятнику жертвам Кавказской войны было организовано шествие молодежи. Участники акции возложили цветы к установленному здесь памятнику и зажгли костер и памятную свечу Ащамаха. После чего в память о жертвах Кавказской войны спустили на воду венки. Кавказская война завершилась 21 мая 1864 года. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю. Многие из них погибли в пути. День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру 21 мая. Десять аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в селе Моква Чимчирского района, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Сотрудники угрозыска районного отделения внутренних дел и Государственного таможенного комитета обнаружили оборудование по месту жительства и Почкорья. Начальник УГАИ Дамия Вицбан провел рабочее совещание с личным составом госавтоинспекции УВД по Гагарскому району. Среди приоритетных задач – подготовка к летнему курортному сезону. Уважаемые коллеги, как вам известно, на днях стартует летний курортный сезон. Гагра традиционно является туристическими воротами нашей страны. И именно здесь, ввиду приоритетности и направления, число транспортных средств в разы увеличивается. В этой связи особо важной является профилактическая работа по недопущению нарушения правил дорожного движения, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и стать причиной серьезных травм и гибели водителей, пассажиров и пешеходов. Мы все вместе летние месяцы будем нести усиленный режим службы. Вместе с тем обращаюсь к вам, коллеги, будьте предельно вежливы и компетентны в своей работе. Я требую от вас дисциплинированного подхода в исполнении своих служебных полномочий, а с людьми, прибывающими на отдых, необходимо говорить вежливо. Сотрудник ГАИ, перед тем, как начинает диалог с водителем, должен представиться, назвать свою фамилию, должность, звание. А если водитель попросит предъявить ему удостоверение, значит, вы должны показать. Министр юстиции Андрей Барцец принял участие в совещании министров юстиции в рамках 8-го Петербургского международного юридического форума. Совещание прошло под председательством министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко. В нем приняли участие главы юстиции 24 стран. Андрей Барцец выступил с докладом на тему «Цифровая трансформация юстиции. От документооборота к искусственному интеллекту».
Российские специалисты прибыли в Сухум в рамках договоренности между Минэнерго России и Абхазии. Прошло совещание под председательством министра Батала Мушба. Группа экспертов из России состоит из представителей технической инспекции ЕС, Россети, Атомэнергосбыт. Стороны обсудили итоги осмотра объектов электроэнергетического комплекса Абхазии, вопросы работы биллингового продукта Черноморэнерго. По итогам рабочей поездки планируется разработать рекомендации по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса республики. От мусора к искусству. Под таким названием в Институте экологии открылась эко-выставка. Молодые талантливые художники представили работы, которые заставляют задуматься о сохранении окружающей среды и о будущем нашей планеты. Организатором выступили Абхаз-Деск совместно с факультетом искусств АГУ. Кураторы выставки Оксана Барзания и Мактина Гогия. На открытии уникальной экспозиции была Айлита Арутюнян. Эко-выставка «Waste to Art», что в переводе с английского значит «от мусора к искусству», обращает внимание своих зрителей на злободневную проблему большого количества мусора на планете. При помощи искусства молодые талантливые художники заставляют задуматься о сохранении и будущем нашей планеты. Эко-выставка – это завершающий этап курса, который шел 2,5 месяца, где у студентов АГУ была возможность освоить новые техники в искусстве, а также продемонстрировать свои работы. Ребятам проводили мастер-классы по папье-маше и экопластике. При создании арт-объектов использовались отходы, керамика, экоматериалы. Это же студенты творческого факультета. И, естественно, любой материал, в принципе, это всегда, даже пусть это отходный материал, да, это всегда что-то интересное в голове, в глазах студентов. Они очень быстро вникли в эту, как сказать, историю, что ли. Директор Института экологии Роман Дбар рассказал о выставке и о важности сохранения окружающей среды. Этот проект интересен в первую очередь тем, что он имеет непосредственную связь и отношения с решением экологических проблем. Как известно, сегодня одной из важнейших проблем в экологии и в глобальном измерении, и в локальном абхазском измерении – это, конечно, отходы потребления и производства. Это так называются все отходы. Абхаз-Деск уже на протяжении нескольких лет активно занимается предложением различных технологий по переработке отходов и превращения их в какие-то полезные вещи. И вы здесь можете видеть бумагу, которая была произведена из отходов. И очень показательно, что первыми, кто подключился к решению данной проблемы, конечно, являются люди искусства. На выставке было представлено 10 работ. Нарине Маракасян, студент КАГУ, была увлечена процессом создания своего арт-объекта. Она осталась под большим впечатлением от дружеской и сплоченной атмосферы. Когда сказали выбрать экологическую тему, каждый что-то придумал свое. У кого-то это бутылки, у кого-то это папье-маше, у кого-то вот деревянные, кстати, природные элементы присутствуют, у кого-то узоры. То есть разные задачи все решали. Вот у меня были, я создала чаек, спроектировала их как макет и как это преподать красиво и применить туда вот эти экологические материалы. Идея сразу возникла, а потом ее нужно воплотить. Вот. Как бы вот этот процесс придумать, это даже не сложно, а может даже наоборот интересно. Выставка продлится до 25 мая включительно. Те, кто уже здесь побывал, получили хорошие впечатления и открыли для себя что-то новое, как Нина Савикян. У меня любимый экспонат Накопийская крепость, потому что она очень оригинально выполнена. И также мне только что рассказали про работу, где изображены чайки из папье-маше и загрязненный океан. Нам рассказали идею этого экспоната, и мне она близка. Забота об экологии и уважение к окружающей среде – это постоянная обязанность каждого человека. Экология планеты Земля – это ответственность каждого из нас. Такие выставки помогают глубже понять проблематику экосистемы. Мы обязаны беречь планету не только для себя, но и для будущих поколений. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. А в завершении выпуска расскажем, что будет с погодой завтра.
В четверг, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.